И сегодня с очередным видеообращением, посвященным борьбе с коронавирусом, выступил глава Коми. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Уважаемые жители республики, Бурлун, добрый день. Сегодня второй день, как я вышел на работу. Докладываю вам о ситуации в республике, в первую очередь по ковиду, по ограничительным мероприятиям и по ситуации, которую мы прогнозируем, как дальше может развиваться заболеваемость в республике. Вот по этим вопросам сегодня постараюсь с вами пообщаться. Итак, второй день на работе, состояние так удовлетворительное. Надо понимать, что это, в общем, 12-е сутки после заболевания, и это, конечно, достаточно эффективный ответ организма. И опять же, снова напомню, что это и в том числе за счет того, что я все-таки был привит. Далее, по цифрам. У нас сегодня вновь заболевших 111 человек. Это много. Видите, мы растем. Выздоровело всего 44. Снова проигрываем болезни. По антилидерам у нас снова Сыктывкар, Ухта. 35-27, соответственно, заболевших. Но при этом добавляются сельские территории. Это, в общем, плохо, потому что инфекция пошла вглубь республики. Это Каркероз и Усть-Кулом. Мы на сегодняшний день привили 122 308 человек. Без комментариев, считаю, что это мало. Конечно, понемножку движемся. И здесь я снова хочу напомнить, что мы всячески уводим республику от введения ограничительных мероприятий, но вы понимаете, что здесь не все зависит от нас, от управленцев. Главное, все-таки действующая сила в этой ситуации – это вы, уважаемые жители республики. И мы пока ввели ограничительные мероприятия в части 30% работников на предприятиях рекомендовали перевести руководителям предприятий в дистанционный режим работы, и плюс 65+, люди, их тоже на дистанционный режим работы. Но это минимум, который мы сейчас ввели для того, чтобы нам не перейти черту и снова не начинать закрывать сферу услуг, торговлю, общественный транспорт. Конечно, снова возвращаясь к вопросу прививок, здесь считаю, что крайне ответственно должны подойти руководители учреждений, предприятий, потому что именно на вас лежит персональная ответственность, уважаемые коллеги. Будет закрыто предприятие ваше или оно будет продолжать работать, поскольку на этом предприятии будет достигнут коллективный иммунитет. Вот я каждое утро смотрю ваши обращения в ЦУР, это Центр управления регионом, и я хочу сказать, что в разделе вакцинации идет обсуждение такое очень живое, в части того, что как же так, глава дважды привит и все равно заболел. Снова хочу вам сказать о том, что по единогласному мнению всех докторов, которые меня консультируют и лечат, сказано совершенно однозначно: если бы не был привит, болел бы более тяжело и более длительно. Поэтому однозначно надо прививаться. И здесь я снова хочу еще дать один такой инструмент, подсказку руководителям учреждений. Если у вас не хватает личного доводов личных для того, чтобы убедить и ответить на вопросы, почему стоит или не стоит прививаться, всем руководителям лечебных учреждений во всех городах, весях республики дано указание проводить коллективные консультации врачам-лечебникам и отвечать на вопросы, как раз связанные с вакцинацией.
противопоказания, есть они или нет, или они надуманные, действительно, какой вакциной нужно привиться. Ну и множество других вопросов, которые люди хотят задать именно специалистам, врачам. Поэтому, пожалуйста, используйте этот инструмент, обращайтесь в лечебное учреждение, рядом расположенное, и руководитель этого лечебного учреждения отправит на такую коллективную консультацию специалиста, врача. Уважаемые жители республики, ну вот я на этом сегодня всю информацию вам рассказал. Считаю, что все-таки основная идея, которую мы должны сегодня с вами все вынести, это достижение коллективного иммунитета. И достигаться он, конечно же, должен вакцинации. Потому что если мы начнем все болеть, то нам не хватит ни средств, ни коек, ни лекарств, ни врачей и медработников в целом. Поэтому берегите, пожалуйста, себя, носите маски, обрабатывайте руки дезинфицирующими средствами и поменьше старайтесь контактировать без надобности, не проводите какие-то большие мероприятия и не участвуйте в них. Будьте здоровы, берегите друг друга. До следующей встречи.